Воскресенье, 21:30, и мы снова вместе подводим итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Попали в десятку. Башкирия в лидерах национального рейтинга «Инвестклимата». Раис Фаритович, когда обгоните Татарстан? Владимир Владимирович, стараемся. Бизнес-шерифы, инвестчасы, особая экономическая зона. Предприниматели отмечают снижение давления. Задача догнать и перегнать соседей. Соревноваться всегда нужно самим собой. Утомленные солнцем, знойный июль бьет рекорды по смертям на воде. Кидаются спасать из благих намерений и сами начинают тонуть. Без дождей горит урожай. Леса Зауралья оккупировал прожорливый шелкопряд. Как уберечься от жары, не прибегая к помощи спасателей, репортаж Азата Садреева. Связанные руки к ногам привязанные. Пытали и избивали. Чудовищное преступление в Кигинском районе. В собственном доме убит 100-летний ветеран войны Иван Несмеянов. Своих людей мы всех знаем. А это посторонние люди были. Подонков ищет полиция. Детали жестокой расправы в материале Радмира Азнабаева. Вознаграждение в 500 000 рублей за любую информацию о злоумышленниках. Высокий градус смелости. Специально ящик коньяка выпил и раздавил вас обоих. 0,35. Этого достаточно, чтобы лишить автомобилиста прав, а кого-то жизни. 172 нетрезвых за рулем. Улов инспекторов ГИБДД только за выходные. Нам эти цифры не интересны. Нам самое главное, чтобы на дорогах никто не погибал. В рейд по пьяным отправился Артур Шамсуддинов. Уфа не будет прежней. Я даже очки надеваю. Почему? Потому что, все. В принципе, для меня все это через душу мою идет. Самая громкая спортивная новость недели. Шамиль Газизов назначен гендиректором московского «Спартака». Кому еще сулят переезд в стан красно-белых и кто встанет у руля башкирского клуба? В реке Белой утонул 7-летний мальчик из Нефтекамска. Тело ребенка из воды извлекли спасатели, которым пришлось развернуть целую поисковую операцию. Семья приехала отдыхать к водоему, но за ребенком не углядели. И сегодня из озера Уралтау в Вальшаевском районе вытащили тело утонувшего 28-летнего мужчины. Знойный июль бьет рекорды по количеству трагедий на воде. Республику накрыла 40-градусная жара. По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни не ожидается. Из-за засухи горит будущий урожай. На юго-востоке региона введен чрезвычайный класс пожароопасности. Репортаж Азата Садреева. Машина заглохла прямо на склоне, водитель хочет выйти, чтобы оглядеться. Внизу десятки отдыхающих на берегу озера Аслыкуль. Одно неловкое движение шофера, и иномарка сначала наезжает на своего владельца и тут же устремляется на толпу ничего не подозревающих людей. Чудо на берегу Аслыкуля, иначе это не назвать. В происшествии никто не погиб и серьезно не пострадал, не считая автомобилей. А вот сама вода продолжает забирать человеческие жизни. 31 утонувшие с начала года, 5 из которых дети. Только за эту неделю сотрудники управления гражданской защиты Уфы спасли на водоемах 40 человек. Из них половина несовершеннолетние. Профессиональным взглядом Антон Ходосов замечает беду издалека и спешит на помощь. На этих кадрах именно он вытаскивает тонущего мальчика на берег. Под воду едва не ушел и второй подросток, который находился рядом. Бывает так, что часто кидаются спасать из благих намерений и сами начинают тонуть, и то есть усугубляют. Приходится спасать уже несколько человек. Столичные пляжи стали центром притяжения для горожан. От жары люди решили отдохнуть на берегах Белой и Уфимки. Понятие социальной дистанции, видимо, неправильно понял этот, вероятно, нетрезвый мужчина, который решил уединиться на арке моста в створе улицы Воровского. Прибывшим спасателям он объяснил, что решил позагорать поближе к солнцу. Жаркая погода вывела уфимцев на берега водоемов, но далеко не все выбирают для отдыха официальные пляжи. Только во время двухчасового профилактического рейда мы насчитали 8 несанкционированных пляжей. Теоретически это 8 мест, где может произойти трагедия. Кому не терпится окунуться в прохладную воду жарким днем, делают это прямо в городских фонтанах. Парадокс, но тут родители следят за своими детьми пристальнее, чем на пляже. Мы уже купались тут, мы там вот так вот гребли.
В Уфе от жары начал плавиться асфальт. Чтобы снизить нагрузку на дорожное покрытие, мэрия ввела ограничения на проезд грузовых автомобилей. А сами дороги регулярно остужают водой. С 6 утра с гидрантом в руках и работники горзеленхоза. Цветов в Уфе больше 2 миллионов. Поливают, пока обстановка не накалилась. Иначе вода не достигнет корней и попросту испарится с поверхности земли. В магазинах и киосках самые ходовые товары – минералка и мороженое. Без холодного угощения не остались и медведи в уфимском вольере. Сотрудники заморозили для них березовый сок. Березовый сок, он как бы полезный, поэтому лучше, чем просто вода. Воды у них достаточно, а березовый сок, как бы и витамины. В каждой клетке для косолапых установили бассейн. Несколько раз в день организуют холодный душ. А чтобы поддерживать низкую температуру в купели, вода не выключается до вечера. Но не все животные пережидают жару в импровизированном джакузи. Медведица Маша может принимать солнечные ванны часами. Времени насладиться теплой погодой у нее достаточно. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе местами температура воздуха поднимется до 40 градусов. Азат Садреев, Артур Ханов, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Уфа. В Кигинском районе сегодня простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Несмеяновым. В последний путь его проводили со всеми почестями, которых достоин герой. Страшная новость на этой неделе облетела всю страну. В деревне Леуза изверги, иначе их не назвать, жестоко расправились со 100-летним фронтовиком. Самое ужасное в этой истории то, что Иван Несмеянов пережил войну и фашизм. Но у тех, ради кого он тогда проливал кровь и чье будущее отстаивал, это не вызвало и тени жалости. По одной из версий, подонки перед смертью его пытали. Наш корреспондент Радмир Азнабаев отправился на место зверского преступления, где им удалось пообщаться с соседями и найти свидетелей жуткой картины. Связаны вот руки вот это к ногам привязанные. Таисия Рухтина до сих пор не может оправиться от шока. Именно она первая обнаружила бездыханного Ивана Николаевича. По словам соседей, перед убийством фронтовика зверски пытали. Руки и ноги Ивана Несмеянова были связаны, челюсть сломана, а голова и тело в крови. Шла, ворота закрыты на палке. Я открыла, как гвоздодером к соседям сходила. Зашли ворота, двери открыли, он лежит и весь в крови и связанный. По одной из версий, душегубы ворвались в дом ночью. Этого небольшого отверстия хватило, чтобы открыть первую дверь, а у второй они уже без особого труда вырвали замок. Перевернули все вверх дном, при этом китель с наградами и медалями, по сути, самое дорогое, что было у Ивана Николаевича, оставили также висеть в шкафу. Видимо, догадались, что по номерным знакам оперативники быстро найдут злоумышленников. Искали другое. Как дочка говорит, у него миллионы там были. Пытали там, ой-ой-ой, не знаю, такое издевательство, это ужас. Денег не нашли, но якобы нашли, в чем лежали. По словам местных жителей, убийство могло произойти по наводке кого-то из сельчан. Незадолго до преступления одна из соседок заметила 4 подозрительных мужчин, которые кружили у дома Ивана Несмеянова. Своих людей мы всех знаем. А это посторонние люди были. Потому что я их до этого не видела. То есть вы это говорили следователям, да, что Нет. незнакомых людей видели? Нет, не говорила. То есть это только вы нам рассказали сейчас? Да. И еще, если меня не убьют. Нет, это тут уже... Здесь своя наводка, ребята. Иван Несмеянов громил фашистов в составе Забайкальского фронта с милитаристской Японии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за храбрость и мужество. Проливал кровь за мирное небо для подонков, лишивших его жизни. В свои 100 ветеран Великой Отечественной мог похвастаться светлым разумом и отличной памятью. На 100 лет он рассказывал фрагменты из стихотворением поэмы Твардовского 15 минут. На память вот так все рассказывал, стоял. Все. Настолько человек в память был, в уме был, в нормальном состоянии, все поэтому. Сейчас ход уголовного дела взят лично на контроль руководителями Следственного комитета и МВД республики. За дерзкое убийство и ограбление негодяям грозит пожизненный срок. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Следователи не прекращают опрашивать соседей и родственников погибшего. Проводится ряд экспертиз. Между тем, сегодня фронтовика похоронили. Ивана Несмеянова проводили в последний путь почетным караулом, военной музыкой и прощальным залпом из автомата. Человека, который совершил столь зверское преступление, ищут правоохранители. Да и человеком это существо назвать трудно. Сегодня по линии нашей заботы было принято
это решение объявить вознаграждение в 500 000 рублей за любую информацию о злоумышленниках. Информацию можно передать в колл-центр нашей заботы по телефону 8 800 201 89 03. Радмир Азнаваев, Булат Закирьянов, Азат Тузбеков и Игорь Иванов. Итоги недели. Кегинский район. В тяжелом состоянии в больницах республики находятся 27 человек с диагнозом COVID-19. 6 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. В целом цифра уже приближается к отметке 6 тысяч заболевших. Наплыв людей с подозрением на инфекцию остается большим. Нагрузки не выдерживают не только что люди. Техника. В больнице скорой медицинской помощи и в клинике БГМУ вышли из строя томографы. Из-за этого в РКБ имени Куватова и в 13-й городской больнице возникли огромные очереди. В эти медучреждения как раз был перенаправлен поток пациентов. Очевидцы рассказывали о давке и длительном ожидании процедуры. В Минздраве, между тем, сообщили, что ситуация под контролем, необходимые меры уже приняты. Когда Башкортостан обгонит Татарстан, спросил у Радия Хабирова Владимир Путин. Такой вопрос президент страны задал на совещании, где обсуждался национальный рейтинг инвестклимата. Ежегодно его готовит агентство стратегических инициатив. Так вот, наша республика заняла 9-е место, за год перескочив сразу 7 позиций. И что стоит отметить, в первую десятку таблицы Башкирия попала впервые. Предприниматели отмечают, что это результат снижения давления на бизнес в регионе. О том, что изменилось, в материале Анастасии Ильчебаевой. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан? Когда Башкирия выйдет на первые позиции? Каверзный вопрос президента подстегивает и Башкортостан двигаться вперед, и Татарстан наращивать отрыв. Но уже одно то, что республики упоминаются вместе, говорит, можем наступить соседям на пятки. Башкортостан впервые в истории занял 9-е место рейтинга инвестклимата. Для сравнения, в прошлом году республика занимала 16-ю строчку, а в первую десятку таблицы и вовсе попала впервые. У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом, является Татарстан. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Это известная практика, когда Башкортостан, Татарстан взаимодействуют. Это, кстати, очень сильный стимул для нас, для наших соседей. Мы их называем братскими республиками. Владимир Владимирович, стараемся. Я думаю, что займет какое-то время. Но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя. Мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, Владимир Владимирович. В прошлом году в республике введены сразу несколько практик для улучшения инвестиционного климата. Среди них появление нового института бизнес-шерифов, еженедельное совещание в формате «Инвестчас», когда власть напрямую, без посредников, общается с предпринимателями как гарант, что друг друга точно услышит. А еще 5 территорий опережающего развития и новая экономическая зона «Алга». 9-е место в рейтинге ОСИ – это несомненный успех новой команды, свидетельствующий о том, что работа, направленная на улучшение делового и инвестиционного климата в нашей республике, приносит свои плоды. Она будет заходить вот на эту приемочку молока, где будут сперва браться анализы. Так выглядит новый молочный завод в миниатюре стоимостью 1 миллиард рублей. Мощность переработки 150 тонн сырья в сутки, трудоустроит 350 человек. Готовы строить, но не было земли на инвестчасе. С Радием Хабировым председатель Молочного союза сказал открыто: бизнес душит. Реакция была мгновенной. Участок в 6,5 гектаров нашелся в черте города. Сейчас это двигается в разы быстрее, чем это было, когда я шел один. Машина сегодня правительственно работает, может, я как-то не так говорю, но в сторону предпринимательства. Она повернулась нам лицом, и могу сказать, вот как предприниматель, что это реально работает, и такого раньше не было. Асфальтированная дорога почти в 2 километра до проходной фагормолзавода. Тоже результат того самого инвестчаса. А ведь просили, писали, ждали еще 5 лет назад. Полотно уложили за 3 недели. Дорогу за рубеж по водной глади проложили Илишевскому элеватору, откуда в прошлом году впервые экспортировали 1000 тонн зерна в Иран. Прежде чем судно класса «Река-море» пришвартовалось у элеватора, на участке в 20 километров провели дноуглубительные работы. Экспорт по воде для аграриев втрое дешевле, чем, к примеру, услуги железной дороги. Теперь у республики свой выход в море без посредников. На Балтике, в Петербурге перегружались, в Астрахани перегружались. А сейчас суда морского типа
под любыми флагами иностранными могут заходить к нам. Это очень значимый проект для республики, очень значимый, потому что, представляете, мы можем торговать, республика сама может торговать напрямую со всеми странами. За первые 3 месяца 2020 года объем инвестиций вырос на 18%. Идти дальше будет нелегко. Экономику нужно удержать в условиях коронавируса. Сейчас как раз то время, когда деньги предприниматели готовы нести туда, где им предложат стабильность и максимально комфортные условия. Переменные формулы экономического прогресса найдены, делится в интервью Ради Хабиров. Мне кажется, какое-то доверие начало появляться у бизнеса, у инвесторов, у предпринимателей к нам, к нашей политике. Вот это самое главное. Вот если оно будет и дальше развиваться, мы и дальше будем идти. Один из якорных резидентов Алги, компания Дога, намерена поставить установку по переработке остаточных газов, получаемых в ходе крекинга нефти, в инновационные ароматические углеводороды. Сфера применения от промышленности до медицины. Вот оно, импортозамещение. Строительство инфраструктуры на себя взяла Республика Башкортостан. Это является очень мощным стимулирующим фактором, который позволяет гораздо быстрее и проще строить новые производства инвесторам. А вот индикатор, что к бизнесу начали поворачиваться лицом. Задача к 2024 году быть в абсолютных лидерах в России. В Башкортостане создается Центр управления регионом, который будет еще оперативнее реагировать на экономические вызовы. Анастасия Чебаева, Альбина Хайрульна, Эмиль Басариев, Вадим Исламов. Итоги недели. Стоит отметить, что бизнесу измеряют и административное давление. Этот индекс позволил Башкирии, что называется, сделать скачок с 38 на 11 место в таблице. Итак, что значит этот показатель? Он демонстрирует снижение репрессивности контрольно-надзорных органов и доли штрафов. Стало быть, дышать бизнесу в республике стало проще. И вот как комментируют позицию Башкортостана в национальном рейтинге инвестклимата эксперты. Флюра Садулина, уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Башкортостан. Несмотря на воскресное утро, долго не могли начать интервью. Телефон не умолкал. Перезвоню. Флюр Мирзагитович, звонки, здравствуйте. Вообще Здравствуйте. Отдыхаете от этих самых бизнесменов? Ну, Хотя бы почему по от воскресенье. этих самых? От бизнесменов. Я не могу от них отдыхать, это моя работа. А выходные у бизнес-омбудсмена вообще есть? Ну, во-первых, у предпринимателя выходных нет, поэтому у бизнес-омбудсмена не должно быть выходных. И вот так звонки днем и ночью? Ну, не так, чтобы все 24 часа, но очень часто звонки бывают и ночью, и вечером. Особенно, когда у предпринимателей появляются какие-то внеплановые проверки. Естественно, они звонят, все теряем, кошмар. Спасай. Срочно приезжайте, да. Бывает такое довольно часто, раза 3-4 недели точно. Флюр Мирзагитович, 9 место национального рейтинга инвестклимата в регионах. Впервые мы в первой десятке. Но ведь еще не первые, значит, проблемы есть. На что жалуются бизнесмены? Вот как раз когда звонят. Бизнесмены жалуются на многое, у каждого свои проблемы. Работа у меня уполномоченная по защите прав предпринимателей, поэтому, если честно, то я общаюсь, конечно, с теми людьми, у кого проблемы. Ко мне не приходят с благодарностью за то, что мы попали в 9 место, в 1 место. И вот этот рейтинг IC – очень хорошая штука. Во-первых, многие, наверное, может быть, по незнанию или с обывательской точки зрения, исходя из названия, думают, что он рейтинг инвест уровня республики. На самом деле нет. Этот рейтинг, он намного глубже. Самочувствие бизнеса в регионах, да? Да, вот вы правы, да, он именно индекс самочувствия бизнеса, не только, а самочувствие основано на том, что какие реальные вещи плохие для бизнесменов или хорошие. Вот как раз этот рейтинг, он измеряется по 4 направлениям, и в него зашито 44 параметра. Это, например, как предприниматель быстро регистрирует ООО или ИП, как долго, как быстро, как он быстро получает решение на строительство. Если говорить про институты для бизнеса, как работает уполномоченный защитить прав предпринимателей, плохо или хорошо, оценка предпринимателя, а не моя. Я всегда себя, наверное, хорошо оцениваю. Нужно знать тех, с кем я работаю. Ну вот и если этот самый рейтинг, это такой индикатор самочувствия, на него как-то повлиять, там, подлатать, попросить повыше поднять, такое возможно? У нас Россия, такая уникальная страна. Мы же скептики. Да, у нас Россия уникальная страна, и, наверное, все могут сомневаться в этих рейтингах, и на самом деле, да, бывает. Мы все даже помним конкурсы красоты, да, купленные места и так далее, и так далее. Я тоже об этом думал, но я и по своей работе занимаюсь этим вопросом. Этот рейтинг купить невозможно, подделать невозможно. Во-первых, там есть рейтинговый комитет. В него входит 20 человек,
Это серьезные бизнесмены, Олег Перов и другие, плюс ректоры высших учебных заведений, и плюс представители различных бизнес-объединений, «Опора», «Деловая Россия». И также, когда любой рейтинг ты хочешь купить, но, извините меня, ты не один его хочешь купить, его хотят купить 85 регионов, поэтому я не думаю, что там какой-то аукцион есть. Это третье. И вот четвертое, самое главное, что рейтинг основывается на анонимном опросе предпринимателей. Есть такая генеральная выборка, и вот к тем, кому могут они позвонить, республика никакого отношения не имеет, ни один регион не имеет отношения. Нельзя повлиять, что мы вам дадим списочек, мы им прозвоним, и потом звоните, и все будет нормально. Такого быть не может вообще. Ну вот, подводя итоги, Ради Хабиров заявил, что привело к этому самому месту. Он назвал одним из пунктов создания института бизнес-шерифов. Мы же пытаемся бизнес от барьеров освободить, а не получается, что этот самый бизнес-шериф – это еще одна преграда, это еще один человек на пути к успеху, которому надо звонить, с которым надо подружиться, которого надо пройти, которому нужно понравиться, нет? Я так не думаю. Вообще бизнес-шерифы – это такая уникальная вещь. И уже десяток региональных уполномоченных предложили в своих регионах сделать вот такой же институт. Мы, получается, уже явились застрельщиками вот такого именно института, нужного для предпринимателей. Может он являться новой препоной для предпринимателей? Это, конечно, нет. Это напротив, наоборот, диаметрально противоположная структура – это помощь предпринимателям. И себя они, кстати, бизнес-шерифы, очень серьезно показали во время нашего этого кризиса, ковида, пандемии. Когда же мы Татарстан обгоним? Мы его обгоним, потом он нас перегонит, потом мы его перегоним. Лучше тренироваться сами собой. Что ты знал вчера, что ты знаешь сегодня, знаешь ты английский язык, стал ты бизнес-шерифом и прочее. В каком-то рейтинге достиг такого-то места. Поэтому пусть Республика Башкортостан соревнуется с самой собой с вчерашней. И чтобы у нас сегодня было лучше, а завтра еще лучше, чем сегодня. Отличный девиз. Спасибо большое. Отпускаем вас к вашим бизнесменам. Спасибо, что выкроили время. Спасибо вам. Сбить градус на дорогах на неделе вызвались сотрудники ГИБДД. Все подразделения, включая спецвзвод ДПС, отправились в рейд по республике за пьяными водителями. Итог – 172 нетрезвых за рулем. При этом среди них как мужчины, так и женщины. И это цифры только за выходные. В летнее время по личному наблюдению главного госавтоинспектора Динара Гельмудинова пьяных за рулем становится в 2 раза больше. Наш корреспондент Артур Шамсудинов убедился, порой съемки процесс небезопасный. Пойманные нарушители редко когда испытывают угрызение совести. Зачастую бросаются на камеру, а порой грозятся и задавить. Вежливо идите, просто вежливо. Ну я и говорю, просто я хочу вежливо сказать вам, давайте, до свидания. Случаев, когда пьяные на и что? Совершают ДТП. Да. Почему? С кем? Люди садятся вот были бы режиссеры, я бы их раздавил. Как наподобие вас, обоих. Специально бы ящик коньяка выпил и раздавил вас обоих. Алкотестер в крови этого вежливого водителя показал превышение допустимой нормы алкоголя в 2 раза. Но вместо того, чтобы признать вину, мужчина только огрызается. А ведь в салоне легковушки помимо него находились еще 5 человек, в том числе 3 детей. 0,30-35. А это сколько примерно? Переводя в литры, пара бутылок пива либо стакан водки, говорят инспекторы. И этого вполне достаточно, чтобы лишить автомобилиста прав на 1,5 года. А вот вопреки расхожему мнению, ни квас, ни кефир захмелеть водителю до запрещенной кондиции не дадут. От заката до рассвета наиболее опасное время, когда на дороге выходит большинство нетрезвых водителей. Только за первое полугодие по их вине было совершено свыше 100 ДТП. 137 человек получили различные травмы, еще 12 погибли. Вот, кстати, один из нетрезвых водителей. Может, прокомментируйте, скажите, пожалуйста, сколько алкоголя вы выпили сегодня? 50. Не заставляйте наручники на вас одевать. Не надо. Просто не надо. Что снимать? Мы с огорода выехали. Проблема в чем? Мы сейчас до дома доедем и присядем дома, все нормально. Проблема в том, что преступников надо ловить, а не пьяных водителей. Впрочем, между этими двумя понятиями можно ведь и знак равенства поставить. За смертельное ДТП пьяному грозит до 15 лет лишения свободы. Такой срок, например, светит водителям из Стерлитамака и Иглинского района, которые в июне с разницей в 2 дня сбили на дороге школьников. Ехал по дороге, заехал в Бакалейку,
взял вина и поехал в сад. С начала года инспекторы поймали около 8 тысяч нетрезвых водителей. Несмотря на то, что наблюдается снижение, работать предстоит еще долго. В этот раз были задействованы все подразделения ГИБДД, в том числе республиканский отдельный батальон и спецвзвод ДПС, который выехал из Уфы во главе с начальником управления Динаром Гильмудиновым. Весенний период возьмем, мы среди недели задержали по 18, 16, 23 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Но лето началось сейчас, вот в эти дни, меньше 45-51 человека мы, наверное, водителей не задерживаем, меньше не бывает. Но нам эти цифры не интересны, нам самое главное, чтобы на дорогах никто не погибал, и чтобы люди видели, что госавтоинспекция несет службу для того, чтобы все законопослушные граждане хорошо отдыхали и спокойно передвигались по территории нашей республики. Облава шла до глубокой ночи. У этого мужчины в крови превышение нормы в 6 раз. Причем в 2010-м его уже лишали прав за похожие нарушения. Мне скажите, почему вы в нетрезвом состоянии сели за руль? Просто объясните мне. Пошел в жопу. Это ваш супруг, да, за рулем? Вот он в нетрезвом состоянии сидел. То есть сколько он выпил сегодня? Ну, знаете, 1,5-2 пива. Засады на нетрезвых водителей устраивались там, где их обычно не ждут. Рейды проводились и по деревням, а также на подъездах к местам отдыха. И погони бывали, и физическую силу применяем, и специальные средства. Зачастую бывает и оружие применяем. По-разному все происходит. В плане не только алкогольного опьянения, но и наркотического опьянения. Эти персонажи вообще себя ведут абсолютно неадекватно. Они в каком-то другом мире находятся. Итогом суточного рейда стало около 800 выявленных грубых нарушений ПДД. А вот 172 водителя не скоро сядут за руль. За вождение в нетрезвом виде их лишат водительских прав. Инспекторы говорят, это меньшее из зол. Без случаев с ДТП они могут лишить человека жизни. Артур Шамсудинов и Булат Садриев. Итоги недели. Деревья без листьев и пчелы без меда. Это в самый разгар лета. На нашу республику обрушилось ползущее бедствие. Леса оккупировали полчища гусениц. Непарный шелкопряд с большим аппетитом объедает целые гектары зеленых насаждений. Количество зараженных районов растет с каждым днем. Опасна не сама взрослая особь, сколько ее потомство, которое уничтожает все на своем пути. В этом убедилась и наш корреспондент Айгуль Хатыпова. Белые проплешины среди зеленеющего леса. Это не последствия пожара или вырубки. Деревья погубили гусеницы непарного шелкопряда. Коконы гроздьями висят на ветках, и вокруг тучи бабочек. Пчеловоды бьют тревогу. Липового меда нет. Больше половины ульев, а их здесь 150, остались без пропитания. 2 числа было 70 килограммов, было, а 3 числа к этому же времени привес 5 килограммов. Вот. А потом уже перестал меньше, и вообще всего 3 дня уже ничего нету. По словам специалистов, непарный шелкопряд уже несколько раз атаковал леса Башкортостана. Появляется вредитель в нашей республике с периодичностью в 7-8 лет. На этот раз колония прожорливых гусениц прибыла с Оренбургской области. Там из-за распространения насекомых ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным лесопатологического мониторинга, в 2019 году на территории лесного фонда было 116 тысяч гектаров поврежденных лесных участков указанным вредителем. На 2021 год разработаем обоснование по борьбе с указанным вредителем. С непарным шелкопрядом у экспертов война идет постоянно. Лесные массивы опрыскивают специальным раствором. Бактериальное средство для людей и животных совершенно не опасно, а вот гусеницам несет смерть. Однако в этом году была обработана только часть лесов. На остальные участки денег не хватило. Мы просили было с федерального бюджета на 56 тысяч гектаров обработки финансирования. Это составило 83 миллиона, но нам выделили, конечно, только 15 миллионов. Это хватило на 10 тысяч гектаров. Гусеницы непарного шелкопряда всеядные. Навредить насекомое может более 300 видам растений и деревьев. Для человека практически безопасен. Лишь при прикосновении в очень редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Взрослая особь шелкопряда не наносит урон деревьям. Они ничем не питаются. У них другая задача – оставить потомство. За один раз самка может отложить до 500 яиц. По словам специалистов, до превращения в такую бабочку непарный шелкопряд проживает 6 фаз в форме гусеницы. В среднем это занимает около 2 месяцев. За это время зеленое дерево превращается в обглоданные ветви.
Если не принять меры сейчас, колония прожорливых гусениц будет увеличиваться в геометрической прогрессии. В этом году шелкопряд уже поел леса Кугарчинского, Хайбулинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Вредители специалисты сравнивают с нашествием саранчи. На восстановление лесных массивов могут потребоваться десятки лет. Айгуль Хатыпова, Булат Садриев и Игорь Иванов. Итоги недели. Зианчуринский район. А теперь о других новостях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Динары Таймасхановой. В республике появился штаб по восстановлению прав обманутых дольщиков. Его возглавил первый вице-премьер правительства Андрей Назаров. В первую очередь штаб будет курировать одни из наиболее проблемных объектов – Эрмитаж, Белая река, Московский, Миловский парк и Серебряный ручей. Другие объекты, как и раньше, останутся в ведении Госстроя республики. Между тем, на один долгострой в Башкортостане уже стало меньше. В Нефтекамске вручили ключи дольщикам девятиэтажки печально известной компании «Интеграл». Этого момента новоселы ждали более 5 лет. Геопарк Нингантау вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Теперь это первый геопарк не только в России, но и в масштабах СНГ, получивший высокий международный статус. Особо охраняемая зона была создана в 2017 году на территории Салаватского района. Она объединяет 35 уникальных геологических объектов. К примеру, разрезы Мечетлино, Большая Лука, гора Янгантау. На территории растут краснокнижные растения. На очереди создание еще одного геопарка Таратау, который уже заявлен в сеть ЮНЕСКО. На неделе 17 башкирских врачей вернулись из командировки в Карачаево-Черкесскую республику. Бригада была направлена на Кавказ для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом. 3 недели специалисты работали в крупнейшем ковид-госпитале города Черкеска. Их труды отметил глава республики Рашид Темрезов. 4 медработникам он присвоил звание заслуженных врачей Карачаево-Черкесии. 15 лет колонии общего режима. В республике вынесли приговор женщине, убившей своего годовалого сына. Преступление произошло в конце августа прошлого года в Дюртюлинском районе. По данным следствия, ребенок не мог ночью уснуть и плакал. Не выдержав этого, мать задушила малыша и веревкой закопала тело у себя во дворе и заявила в полицию о пропаже сына. Помимо тюремного срока, 29-летнюю женщину обязали выплатить денежную компенсацию в пользу отца ребенка в размере 1 миллиона рублей. В Туймазах 9-летний ребенок упал в колодец. Гуляя с друзьями на территории детской поликлиники, он не заметил открытый люк. Мальчик выжил, но получил повреждения. Первым на помощь к ребенку прибежал мужчина, который услышал его крики, находясь у себя дома. Врачи называют чудом, что, упав с такой высоты и пробыв в холодном колодце, мальчик отделался лишь переломом руки, ушибами и небольшим переохлаждением. Как дети оказались на закрытой территории в выходной и почему отсутствовала крышка люка, теперь предстоит выяснить следствию. В Уфе могут появиться док-боксы – специальные урны с бесплатными пакетами для экскрементов четвероногих. Проект местного предпринимателя успешно реализован в 13 регионах России, в том числе и на космодроме Восточной, башкирской столице. В случае поддержки городских властей бизнесмен намерен установить до 1500 антивандальных док-боксов. Они будут располагаться во дворах жилых домов и в парках. Туристы из 2020-го, какие направления выбирают россияне, вынужденно или осознанно? Отзывы из курортных городов страны уфимцы показали, как отдыхают за пределами республики. В разы увеличилось количество туристов и в Башкортостане, причем едут не только из соседних городов, а также из отдаленных регионов. На слуху гора Иремель, Павловское водохранилище, озера Кандрыкуль и Аслыкуль. Открываются и новые направления. Подробности у Лилии Курбановой. Прозрачная лазурная вода и белоснежная яхта с узнаваемым госномером. Россия, а точнее Анапа, Черное море. Большая компания, родители приехали с детьми. В восторге оба поколения. Море теплое и чистое, очень хорошее. А тебе, Андрей? Мне тоже очень сильно нравится, и здесь тепло. София? Тоже очень нравится. Мишель? Почти свой пионерский лагерь. 3 семьи, 7 детей. В отпуск ехали на машинах. Показать детям города Волгоград, Ростов, парки, родину-мать. Мы выбирали отель именно, чтобы были детская анимация, чтобы был бассейн. Потому что в этом году еще пока закрыты парки, детские аттракционы. И дети могут радоваться все это в отеле. Цены здесь не повышались, потому что мы сюда приезжаем уже 16-й год подряд. Цены такие же, не завышают.
То, что говорят, завышает, это все вранье. В Сочи пока открыты не все объекты. Маски под палящим солнцем носить не обязывают. Но, например, бассейны все еще закрыты. Искупаться здесь можно только в море. Бассейны все закрыты. Все еще. Детские парки развлечений, насколько мы знаем, тоже все закрыты. Можно только зайти и прогуляться. Отельные бассейны тоже закрыты. Пока разрешения на открытие не давали. Любители холодка покоряют сочинские горы, свежий воздух и кристально чистые водопады. Альтернатива швейцарским Альпам. 2320 метров над уровнем моря, под ногами облака, по ощущениям, где-то на 7-м небе. По моему мнению, Сочи можно смело для отпуска выбирать, если вы хотите накупаться в теплом море, позагорать горным воздухом, подышать. Цены, по словам экспертов, остались примерно на том же уровне в сравнении с 2019 годом. Правда, туры и номера в отелях улетают так, что есть риск не улететь на отдых вовсе. Но есть еще вариант. Пожить у моря можно в апартаментах или съемном жилье. На сегодня мы выбираем, конечно, это наш Краснодарский край. То есть это курорты Сочи, Адлера, Анапы, Геленджик. Также Крым, в общем-то, неплохо у нас продается. Поэтому все-таки туристы больше стараются отдохнуть у моря. Уехать за границу сейчас все-таки можно, но если есть на то серьезная причина – поездка на лечение, работу или к месту жительства. Как бонус – шанс увидеть, например, Нью-Йорк, не такой, как обычно. Полупустые улицы и осознанное отношение самих жителей к пандемии. Прохожие почти все в масках. Самолет был полный, все летели в масках, полет занял 9 часов. Было очень тяжело лететь в маске 9 часов. Но все-таки мы это сделали. Мы были на самом деле по визе типа B1, B2. Это виза для туристов, для тех, кто едет на лечение, и для тех, кто занимается бизнесом в Соединенных Штатах. Когда граница закрыта, есть время посмотреть на то, что вокруг, и уже начинаешь замечать. Чтобы насладиться красотами природы, не обязательно ехать за 3-9 земель. Из-за закрытых границ туроператорам пришлось переориентироваться на внутренний рынок. Но прежде компании проверили места для отдыха сами. Сплав по Караидельскому району. Потенциал высок. 19 памятников археологии, 25 памятников истории и архитектуры, более 12 баз отдыха. И, конечно, Павловское водохранилище. Есть какие-то уже на слуху места. Человек выбирает более известное место и едет туда. Но если здесь сделать как бы хороший акцент на популяризацию, делать какие-то видеоролики, сюжеты и прочие вещи, то здесь тоже можно также прокачать, как и, допустим, Шульганташ и Торатау. То есть все знают, все стремятся туда поехать. То же самое, как гора Еремель. Бронировать отдых стоит заранее. Турбазы на башкирских водохранилищах заняты до августа. Билеты на экскурсию на эти выходные в ледяную Аскинскую пещеру разобраны за несколько дней. Максимальная пропускная способность летом 80 человек. При этом после каждой группы из 10 людей пещера, как говорят гиды, отдыхает 50 минут. Необходимо это для сохранения микроклимата и ледниковых реликтов. Повысились и цены на отели в Башкортостане. В Красном Ключе стоимость номеров в загородных клубах по сравнению с прошлым годом подскочила почти в 2 раза. Стоимость достаточно высокая. Несмотря на это, народ отдыхает, получает удовольствие именно в Башкирии. У нас проходил форум урбанистический, и на этот форум прилетали туроператоры из Москвы. Мы их удивили тем, что у нас можно отдыхать в Башкирии именно когда ты приезжаешь, погружаешься именно в башкирскую природу, отдыхаешь от сотовых телефонов. По подсчетам специалистов, спрос на внутренний туризм в Башкортостане увеличился примерно в 10 раз. В республику приезжают даже из отдаленных от региона городов. В самые жаркие дни посещение таких мест, как парк Еремель, Шульганташ, по 2,5 тысячи человек посещали. Но это огромная нагрузка, но можно сказать, чтобы было понимание, примерно 26 тысяч человек посещают парк Еремель. Вот считайте, 2200 человек какое-то воскресенье, субботу-воскресенье посетили. Но считайте, почти 10% народу, который за год, да, они посетили за один день. Появляются новые направления. Уфу теперь организованно можно объехать на катамаранах. Как утверждают опытные туристы, такой сплав подойдет даже для новичков. Нет сложных участков и не требуется специальной подготовки. Но обязательный элемент – яркие оранжевые жилеты, которые спасут, видимо, не только человека, но и туризм Башкортостана. Лилия Курбанова, Азамат Мухаммед Шаназат, Ишбулатов, Артур Елаев. Итоги недели. Ну и главная спортивная новость. Нет даже сенсации недели. Шамиль Газизов покинул Уфу, чтобы возглавить «Спартак». Спортивный функционер утвержден в должности генерального директора московского клуба и уже приступил к обязанностям в стане красно-белых.
Сначала инсайд, казалось бы, не воспринимали всерьез, но Шамиль Газизов попрощался с командой после победы над Ростовом. Уезжают лучшие – таков ключевой тон многочисленных постов болельщиков футбола в соцсетях. Ведь то, что ему удалось сделать из Уфы один из самых ярких клубов страны – неоспоримый факт. Теперь возникают вопросы, не потянет ли Газизов за собой и ключевых игроков, и кто займет его опустевшее кресло. Ну вот я поймал движение сейчас. В принципе, очень можно быстро делать. Шамиль Газизов начал свой путь в спорте отнюдь не с футбола, а с пятиборья. Этой дисциплине он отдал 15 лет своей жизни. Поэтому и с оружием в руках, и на коне верхом чувствует себя комфортно. Посмотрим, кто кого. Давно не вставали? Лет 20, наверное, 25, да? Давай. Свой первый клуб он возглавил в 2006-м. В Уфе появился мини-футбольный коллектив «Динамо Тималь». В российской суперлиге команды не хватало звезд с неба, но самому Газизову подарила неоценимый опыт, который потом пригодился в большом футболе. Газизов возглавил Уфу в 2012-м. После 2 сезонов ФНЛ команда вышла в премьер-лигу. Еще 4 года спустя заслужила право выступать в Лиге Европы. Уже в этом сезоне Уфа близка к тому, чтобы повторить тот успех. На этом фоне новость об уходе Газизова в «Спартак» стала неожиданностью. Уфа – это для меня очень родное и очень близко. Это как родной дом. То есть и я в нем вырос, я в нем научился. И то, что я умею, это все благодаря Уфе. Вот. Но пришло время, когда я тоже понимаю, что мне как профессионалу надо сделать определенные шаги. После яркой победы над Ростовом Шамиль Газизов попрощался с командой. В «Спартаке» немало вопросов, которые в ближайшее время придется решить. Башкирский клуб продолжит работу уже без Газизова. В клубе работа налажена хорошо. В клубе ничего не провиснет. Клуб будет также дальше эффективно работать. И наша модель не меняется. Мы находим талантливую молодежь. Мы помогаем ей расти профессионально в нашем клубе. И потом отпускаем с хорошей компенсацией для нашего клуба. Эта модель создала Уфе и самому Газизову узнаваемый имидж. Продажи футболистов, ведущие российские клубы и даже английский Манчестер Сити – такая же неотъемлемая часть истории команды, как и победы на поле. Теперь талант Газизова как управленца ждет новая проверка, но покидать родную республику тяжело. Я даже очки надеваю. Почему? Потому что все, в принципе, для меня все это через душу мою идет, и все идет через... Даже тут не сколько голова, вот именно через душу. Но я не прощаюсь. Для меня республика, для меня мой город – это Уфа. Поэтому все может быть. Артем Кочешев, Владислав Минязев. Итоги недели. Вот такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале БСТ. До встречи в эфире.